Всем привет, меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале «Движение за независимость СХ». Впервые за долгое время, после начала полномасштабного вторжения России в Украину и после своего отъезда из России, прервала молчание известный политический деятель Республики Саха Сулустан Имран. Мы опубликовали ее открытое письмо к народу Саха с просьбой о помощи шаману Александру Габышеву. Она говорит о том, что адвокаты сейчас, после того, как его перевезли в Якутск, отмечают ухудшение, значительное ухудшение его психического и физического состояния. Для того, чтобы была проведена экспертиза нормальная, независимая, они нашли психоневролога в Москве, который согласился приехать в Якутск и провести эту экспертизу, представлять интересы Александра в суде. Сулустана и мы объявили сбор в помощи адвокатам. Все реквизиты там указаны. Пожалуйста, я обращаюсь ко всем, кто меня сейчас смотрит, ко всем неравнодушным людям. Тоже, пожалуйста, окажите посильную помощь, сделайте свой вклад. В этом письме Сулустан Имран описывает то состояние Александра Габышева, свидетелем которому стала лично она. Она видела, она присутствовала на этих судебных заседаниях, прежде чем его из Якутска перевели в Новосибирск. И говорит, что он находился когда его привозили на судебные в Якутске, находился под воздействием сильных препаратов лекарственных, нейролептиков, до такой степени, что он даже практически не понимал, что с ним происходит. Однажды она писала, он потерял сознание во время судебного заседания, и судья, видимо, судья не верил в то, что человек может потерять сознание, да, и долго не хотел вызывать скорую помощь. Ну и, в общем, какие-то вот такие ужасные вещи происходили в Якутске. Потом, когда его в Новосибирск перевезли, а потом уже в Уссурийск, врачи тогда говорили, что он не нуждается в таком сильном лечении. Они выступали в судах и говорили об этом. Вот. Сейчас его перевезли в Якутск, и опять история с тем, что было до его отъезда, повторяется. Да? Его опять кормят сильнейшими вот этими препаратами лекарственными. Очень большая тревога за то, что происходит с Александром. Мы все должны понимать, что вообще Александр — это, по нашим представлениям, это белый шаман. Для нас, для народа Саха, белый шаман — это фигура, которая связана с благословением, созиданием, с обращением к светлым силам. Это такой посредник между людьми и высшим миром. Да? Поэтому для тех, кто воспринимает Александра Габышева именно как белого шамана, его преследование может выглядеть не только как несправедливость по отношению к конкретному человеку, да? Но и как нарушение определенного нравственного порядка. Вот. Если мы оставим человека в опасности, если даже отбросить всю эту мистику, да, все эти культурные, религиозные коды, да, вот связанные с шаманизмом, там, с верованиями, с религией, да, как мы потом сами себе сможем посмотреть в глаза, что мы сами себе скажем, как мы ответим себе на этот вопрос, почему мы остались в стороне, почему мы не помогли человеку, который нуждался в нашей помощи. Вот, поэтому я призываю всех не оставаться в стороне. Пожалуйста, помогите. Любой вклад будет полезен. Любой вклад нужен. Понимаете, даже самый маленький. Он принесет пользу, если таких маленьких вкладов будет много. Я надеюсь, что у нас получится общими усилиями собрать необходимую сумму. Пожалуйста, не проходите мимо, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Мы должны понимать, что это не лечение. То, что делают с Александром в психоневрологическом диспансере на сегодняшний день, это не лечение. Это способ подавить волю человека.
в лучших традициях, на самом деле, НКВД. В лучшей и сейчас вот ФСБ, да, которая является правопреемницей этой организации. Слишком хорошо мы знакомы с этой практикой карательной психиатрии, когда любые неугодные, любые несогласные объявлялись психбольными и отправлялись на лечение в больницы. Это самые настоящие пытки и издевательства над уже немолодым человеком. Вот что на сегодняшний момент происходит с Александром.